А вот что по поводу изменения ставки НДС думает само бизнес-сообщество, мы узнаем у главы Нацпалаты Атамекен Раймбека Баталова. Он присоединяется к нам в студии. Раймбек Анварович, добрый вечер, спасибо, что пришли. Но вообще сегодня глава Кабмина, анонсируя повышение ставки НДС, заявил о том, что этот вопрос будет очень широко обсуждаться. Вот какова позиция Палаты предпринимателей на этот счет? И еще как вы прокомментируете заявление главы Кабмина о том, что вместе с повышением ставки НДС планируется снизить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда? Это соцналог, это пенсионное отчисление и так далее. Да, реформу, безусловно, нужно делать. И мы как бизнес еще раз подтверждаем, что действительно бюджетно-налоговая реформа, она прям назрела и нужна. Но очень важно, чтобы были проведены качественные расчеты, качественные прогнозы. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И вот сейчас мы совместно правительством как раз-таки с экспертами, с отраслевыми экспертами, с ассоциациями начали этот процесс. А здесь Палата готова учитывать все нюансы, а не только интересы бизнеса? Вот о чем речь. Мы в целом подходим в балансе интересов того, что мы еще раз подтверждаем, что да, нужно пополнять казну, как говорится, и выводить бизнес из тени, причем наше видение это в основном за счет пряников, да, за счет стимулов. Вот это вот очень важно. Вот. С другой стороны, мы видим, что правительство идет на конкретные пряники, так называемые, да, это снижение налогов на заработную плату. Для бизнеса это очень чувствительный налог, он действительно влияет на себестоимость, и снижение нагрузки здесь, оно, безусловно, даст положительный эффект. И вот еще сегодня глава государства напомнил банкам о том, как им в свое время помогли, в том числе деньгами из Нацфонда, и поручил правительству и Национальному банку решить вопрос. Вот как вы считаете, каким образом он должен быть решен, чтобы эти деньги действительно сработали на экономику нашей страны в целом? Ну, президент говорил о каких-то справедливых подходах, когда было тяжело, да, помогли. Да, но сейчас доходы банков выросли, ну и, в общем, понятно, где-то акционеры получают эти доходы, но при этом сохраняется, оставляют у себя те средства, которые были направлены в помощь. И здесь, наверное, есть определенная логика и справедливость. Президент говорил о том, что в целом мы видим, какие сдерживающие факторы есть для финансирования экономики, финансирования малого и среднего бизнеса, и вопрос залогов, вопрос гарантий, вопрос создания фонда гарантирования. Да? То есть это действительно это конкретная проблема отсутствия залогов, собственного капитала у малого и среднего бизнеса. И это такой некий bottleneck, который действительно сдерживает. Президент это четко обозначил и поручил Национальному банку, регулятору этот вопрос решить и решить через, еще раз подчеркиваю, там, изменение требований и повышение, ну, скажем так, линейки, как гарантирование там, и так далее. А как вы думаете, вот сейчас у правительства есть в целом понимание того, какие ключевые отрасли необходимо развивать в Казахстане? Отрасли экономики, отрасли бизнеса, если уж прям совсем конкретикой заниматься? Да, безусловно, есть. И мы благодарны, что премьер нас поддержал Национальную палату, поддержал холдинг Байтерек с нашими подходами. Подход не новый, но он достаточно себя в мире зарекомендовал. То есть мы говорим о конкретных кластерах, которые нужно развивать. Да, там, кластер животноводству конкретно, да, там, овцеводству, или кластер там, медный, или кластер кремниевый, там, ну и так далее. То есть это значит, что туда направляется максимум усилий, финансовой помощи и так далее? Да, для нас очень важно, чтобы это действительно было обозначено в стратегиях, причем я считаю, что уже старая система госпланирования, где-то мы там тяжелые какие-то концепции рисуем, это ничего не работает. Да, есть уже понятные гибкие подходы, как вырабатываешь там целевые индикаторы конкретные, да, которые отвечают бенчмарк там, с точки зрения производительности, с точки зрения емкости рынка, куда мы вообще стремимся, что это должен быть трансфер технологий. Сегодня президент об этом говорил, о том, что развивать отрасля, развивать по современному кластеру без трансфера технологий, без привлечения западного бизнеса, который владеет этими технологиями,
который владеет продажами на разных рынках. Вот это вот наша задача. То есть мы должны по конкретным отраслям, под конкретным, я бы сказал, кластерам создавать именно инвестиционный климат. То есть на самом деле вот президент очень профессионально, я считаю, обозначил именно вот эти вопросы. И он же это требует и от правительства, и от бизнеса. Вот это очень важные месседжи, которые, я считаю, что мы очень четко их должны исполнять. Большое вам спасибо за ваши комментарии еще раз. Всего доброго.